Здравствуйте, уважаемые телезрители, болельщики и любители спорта, в частности мини-футбола. Дорогие друзья, мы начинаем прямую трансляцию финального матча чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. Последний игровой день у нас турнира завершается, и прямо сейчас на площадку Дворца спорта 50 лет Победы выходят футболисты сборной города Якутска и Ленского района. Именно эти команды сейчас по итогам двух таймов оспорят золотые медали нашего турнира. Сборная города Якутска будет играть в золотой форме. Сразу отметим, что это новая форма столичной команды. Еще ни на одних соревнованиях они в этих футболках не выступали. Ну и, соответственно, в красных футболках и черных шортах будут выступать футболисты Ленского района. Сейчас мы ознакомимся с составами играющих команд. Начнем с города Якутска. Владимир Захаренко на воротах, номер 1, 2 Андрей Калачев, 3 Денис Юргин, 4 Иван Сергиенко, 7 Роман Бондаренко, 8 Александр Купряков, 9 Никита Зубарев, 10 Владимир Кармадонов, 11 Иван Калачиков, 12 Даниэль Дура-Даини, 13 Дмитрий Каурдаков, 14 Юрий Николаев, 17 номер Алексей Кислицын и 29 номер Илья Чекир, главный тренер команды Олег Михайлович Марченко. Состав сборной Ленского района. 4 номер Олег Кислица, 5 Иван Сидоров, 7 Иван Пыхтин, 8 Николай Серебренников, 10 Владимир Потапов, 11 Вадим Хуснулин, 13 Никита Колосов, 16 Карен Даниэлян, 17 Сергей Шпрунг, 22 номер Вадим Юшинов, капитан команды, 91 номер Дмитрий Кочнев, он будет играть в воротах. Ленский район у нас сегодня будет выступать с играющим тренером. Эту роль у нас исполняет Карен Даниэлян, выступающий под 16 номером. Ну что ж, представили мы составы играющих команд. Теперь представимся и мы. Для вас у микрофонов работаем мы. Я Власий Сергеев, а также председатель Совета футбольного союза города Якутска Алексей Адамов. Добрый день. Ну что ж, у нас пока идет представление команд. И, конечно, мы все очень соскучились по мини-футболу, по скрежету подошв, по шуму мяча, да. С большим удовольствием мы, конечно, сегодня будем комментировать данную встречу. Мини-футбол возвращается. Это первый турнир. Первый турнир в 2021 году. И, конечно, футболисты будут вкатываться. С одной стороны, это, конечно... Ну, это больше минус, да, вот для ребят, потому что полноценной тренировки, конечно, проводить у них не было времени и возможности. Не было времени. Да. Последнюю неделю перед турниром только буквально там провели 2-3 тренировки и сразу в бой. Да, но тем не менее мы уже вот отмечали, да, то, что в принципе вот в матчах за медали у нас выступают те команды, которые действительно вот занимают лидирующие позиции у нас в республике. Ну и по этому чемпионату как раз эти две команды, и сборная города Якутска, и Ленского района, были немножечко сильнее остальных, поэтому они и в финале. Да. Ну и мы сегодня, вот ранее, да, вот с 2 часов на телеканале «Мамонт», а также на YouTube-телеканале нашей телекомпании мы транслировали матч за 3-е место, где у нас встречались сборная Северо-Восточного федерального университета и футболисты Усть-Алданского улуса. По итогам основного времени у нас была зафиксирована ничья, и в серии пенальти оказались точнее студенты. Таким образом, они стали обладателями бронзовых медалей. Ну а сейчас, по итогам этой встречи, мы выявим победителя первой лиги, сильнейшего дивизиона нашей республики. Итак, футболисты на площадке, и разыгрывать будут футболисты Ленского района. Вадим Юшинов у мяча. Итак, игра началась, дорогие друзья, поехали. Финал чемпионата республики среди команд первой лиги. Посмотрим, что предложат друг другу коллективы. Напомним, что эти команды уже встречались в рамках групповой стадии. Они играли в одной группе, в группе А. И тогда победу со счетом 3-2 праздновали футболисты Ленского района. Уверен, столичные футболисты вышли на эту встречу с желанием, да, взять реванш. Это безусловно. Ну и то, о чем вот я говорил, да, играли команды в группе А. Ленский район вышел с 1-го места данной группы, набрав 12 очков. И там, конечно, Ленский район одержал много уверенных побед. Они победили. 4 игры, 4 победы. Да.
Со счетом 6-3 они обыграли Мирный, со счетом 11-1 выиграли у житайских футболистов, со счетом 10-1 выиграли у сборной Алекминского района. Очень такие показатели приличные, да? 30 забито, 7 пропущено. Это итоги выступления ленских футболистов на групповой стадии. Затем в полуфинале футболисты сборной Ленского района со счетом 7-4 выиграли у студентов. Таким образом, они забили 37 и пропустили всего 11. Захлебнулась атака столичных футболистов. Ну и сейчас я озвучу информацию касательно статистики выступления столичных футболистов. Сборная Якутска вышла со второго места группы А, набрав 9 очков. Получается, они уступили сборной Ленского района, затем выиграли у Мирнинского района со счетом 2-0. Победили Жатай со счетом 6-0 и со счетом 5-1 переиграли Алекминский район. Затем в полуфинале подопечные Олега Михайловича Марченко одержали уверенную победу над командой Усть-Алданского Улуса со счетом 6-0. Итак, смотрим, как будут разыгрывать аут футболисты Якутска. Можно пробей. Алексей Кислицын пробил поворотом. Да, и у нас гонка бомбардиров выглядит очень интересно. 3 лидирующие позиции у нас занимают футболисты Ленского района. Лидирует пока что Владимир Потапов. Выступает мячом как раз. Да. У него в его активе 9 голов. А затем идет Никита Колесов, его закомандник, выступающий. А также за ленчан. Да, у него 7 голов. И замыкает тройку лидеров Иван Сидоров, у которого 6 мячей. Напомним, Ленск, кстати, сборная Ленского района является действующим чемпионом республики и защищают свой титул. И сейчас они как раз в атаке. Попытка пробить не совсем удачно получилась, и Никита Зубарев в этой ситуации мяч отправил в аут. Иван Пыхтин с мячом вводит мяч с аута. Есть удар, Зубарев блокирует. Но по бьющему играет сейчас Зубарев. Да, сегодня мы много ударов увидим, в том числе дальних. Практически все ребята с Ленского района с хорошо поставленным ударом, плотным, сильным. Поэтому работы будет много у Владимира Захаренко. Ну и сейчас мы видим, отправляется Владимир на трибуны. Не получилось достать мяч. Да. За счет натяжения сетки. От трибуны, как мы видим, без зрителей проходит чемпионат. Да, конечно, в связи с эпидемиологической ситуацией у нас зрители не допущены к трибунам. Так бы помогли вы мяч. Да, с удовольствием бы скинули мяч. Ну и помимо этого, конечно, у нас соблюдаются все меры предосторожности, замера температуры при входе. У нас тут в зале присутствуют только участники данного матча, тренерский штаб, судейский коллектив и сотрудники национальной вещательной компании «Сахар-Вход» строго по списку. Также команды у нас не пересекаются. Например, у нас команда матч за 3-е место отыграли команды и сразу в раздевалку помылись, оделись, ушли. И только после того, как они покинули пределы спортивного объекта, были допущены футболисты Ленского района и Якутска. Борьба в центре поля, по итогам которой мяч покидает пределы игровой зоны. В атаке футболисты сборной Якутска. Очень интересная, красивая форма приобретена у команды Якутска. Непривычно видеть, да, столичных футболистов в таких интересных цветах. Амбициозный золотой цвет. Это как, в национальных первенствах, когда уже чемпионство оформлено, и клубы выходят, в золотых формах. Да, им выдают золотую форму. Да, но с одной стороны, тут есть практическая, практический смысл в том плане, что бывает такое, что обе команды играют в одинаковых футболках, и одной команде, например, выдается манишки, да? И, видимо, нет желания носить манишки. Чтобы не совпадало ни с кем. Да. Ну и, конечно, и чемпионские амбиции подчеркивают цвет этой формы. Но тем временем был первый фол в нападении у игрока Ленского района. Да, первый фол у ленчан. Отыграли чуть больше 5 минут. Второй фол. Достаточно агрессивно в нападении прессингуют ленчане.
Высокий и агрессивный такой прессинг. Да, и уже второй фол в нападении зарабатывают. Нарушили правила против Андрея Калачева. Андрей Калачев, ветеран якутского мини-футбола, человек на протяжении долгих лет выступавший в составе мини-футбольного клуба «Зари», являлся капитаном все это время столичной команды. Человек, повидавший в мини-футболе практически все, да? И Андрей Калачев сейчас выступает за Ирбис. Если не ошибаюсь, является главным тренером, да, играющим тренером. Играющим тренером. Ну, представлена, да, у нас сборная Якутска представлена вот несколькими командами, в том числе вот как раз-таки футболистами Ирбиса. С командой «Союз Авто» несколько ребят, Де Юре и с Дюша-4. Ну, с команд, которые занимают лидирующие позиции. А если говорить о прошлом сезоне у нас, вот, если говорить о прошлом сезоне регулярок города Якутска, у нас соревнования были приостановлены. Ну, практически, когда вот уже регулярка была доиграна и начиналась стадия плей-офф. Плей-офф не получилось сыграть с известными ограничениями. Но по итогам регулярного чемпионата были присуждены места, командам определены. Первое место заняла команда «Барс». Второе место команда «Союз Авто» и третье «Ирбис-99». Ну и сейчас уже у нас идет заявочная кампания нового сезона. Да, и я слышал, что продлили, да? Ну, мы надеемся, что ограничения в какой-то степени еще снимут, и мы сможем начать чемпионат города Якутска и провести полноценно, ну, как минимум, регулярку в этом сезоне. Ну, как, например, как на этих соревнованиях, да? Вот одна команда отыграла, ушла, вот с соблюдением вот, Ну, да, всех да, этих... чтобы не было лишних контактов между Да. командами. Перерывы больше между играми. Чтобы успевали одни команды уйти, другие прийти без зрителей. Но сейчас в данный момент ограничения такие, что соревнования проводятся без зрителей. Но сейчас век новых технологий. Есть, да, YouTube, есть Instagram, ну поэтому при проведении чемпионата города будут организованы трансляции матчей. Да, конечно, надеемся, что ограничения будут снижены, и мы будем наслаждаться мини-футболом, лучшей игрой с мячом. И тут Ленский район сейчас пойдет в контратаку, но Александр Купряков вцепился в своего соперника. И, казалось бы, остановил атаку, но нет. Иван Пыхтин перехватил мяч и уверенно пошел вперед. На ваших телеэкранах только что был Карен Даниелян, играющий тренер Ленского района. Ну, вот до матча общались мы как раз с Алексеем вот, и с Кареном. Он сказал то, что выйдет, да, если понадобится, возможно, да, если будет необходимость, то он выйдет. Возможно, мы увидим его на площадке. Хотя ни в одной игре предыдущей такой необходимости не было ему появляться на поле. Ну и сейчас мы видели то, что он, ну, не в форме, да, не в игровой форме, а в обычной одежде. Ну, на самом деле это переодеться, это вопрос пары минут. Итак, Ленский район в атаке. Казалось бы, неточная передача, но смог совладать с мячом Никита Колосов. И дальше идет. Так. Фол был, да. Первый фол у города Якутска в достаточно опасной близости от ворот. Так, у нас по фолам 2 нарушения правил у Ленского района и 2 нарушения правил у Якутска. Напомним для тех телезрителей, которые, возможно, не знают, не знакомы со всеми правилами мини-футбола. У нас, если одна команда в течение одного тайма набирает 6 нарушений правил, то в ее ворота назначается пенальти, 10-метровый удар с 10-метровой отметки. И потом уже после каждое последующее нарушение также карается 10-метровым ударом. Удар будет сейчас. Нет, разыграли. Мы знаем, какой плотный удар у Владимира Потапова. Но он решил перехитрить всех. Ну и, конечно, я думаю, все любители якутского мини-футбола, якутского футбола в курсе, то, что в этом сезоне, к сожалению,
Мини-футбольный клуб «Заря» не заявился в высшую лигу России. Но мы знаем то, что идут разговоры о том, что попытается, да, команда в следующем сезоне заявиться в Да, высшую да. лигу и, конечно, будет представлять нашу республику на самом высоком уровне. Ох, тут могло Да, вот как раз хорошо получиться. разыграли по новым правилам. Вот Дмитрий Каурдаков, да, он больше известен тем, что может вот от души вот пробить, да, а тут как-то так тоненько сыграл в несвойственной ему манере. Ну что ж, потихоньку у нас игра Начинают набирает. возникать моменты, да. Да, Команды обороты. входят во вкус. Ну и вот и сейчас, получается, «Заря» не заявлена в высшей лиге России. И игроки вот выступают за другие команды. Вот Афанасий Федоров остался, да, в Якутске ждать. Илья Он- Чекир вот здесь играет в сборной Да? города. Тоже последний сезон провел. Вот сегодня за «Зарю». Афонин боролся за медали бронзовые, но в итоге его команда заняла 4-е место. Если говорить о других игроках, то Яник Самплей, студент Северо-Восточного федерального университета, сейчас выступает за Липецкий ЛКС в высшей лиге России. Но тут сразу такой транш, да, целый. 3 игрока отправились из «Зари» в ЛКС. Это, получается, Никита Евтушенко, вратарь, и Никита Рычков, Ну да. универсал. Это в том числе связано с тем, что тренирует ЛКС сейчас. Кстати, Ренат Мусалов. Ренат Мусалов, да, который в прошлом сезоне помогал Олегу Марченко. Да. Был тренером мини-футбольного клуба «Заря». Вот поэтому любители, Сейчас является главным в ЛКС. да, любители якутского мини-футбола, якутские болельщики в этом сезоне болеют за ЛКС. Да. Но и они идут в лидерах. Да? Вчера, кстати, вот, к сожалению, они свой матч проиграли, с дублем КПРФ играли. Ну и, конечно, мы еще таблицу не смотрели, но, по крайней мере, до вчерашнего тура они Были на первом месте. Ну, также Джоустан Пестряков у нас за Волгарь играет. Ну и, конечно, надеемся, что в следующем сезоне «Заря» будет заявлена в высшую лигу. И всех ребят Олег Михайлович Марченко подает обратно, и мы в полной силе сможем вступить в высшую лигу в России. Достойно представлять республику. Угловой заработали футболисты Ленского района. Посмотрим, как они разыграют. По всей видимости, будет... Нет, не навес. Передача адресовалась Вадиму Яшинову, капитану команды, но тут, получается, передача была заблокирована. Итак, еще аут. Перехват хороший. Сейчас Никита Зубарев будет разгонять атаку своей команды. Пытался сделать передачу. Перевел мяч, да, на чужую половину поля. И, в принципе, потенциально опасная атака у города Якутска. Илья Чекир будет вводить мяч в игру. Это у нас аут, а не угловой. Прямо в руки Дмитрию Кочневу, который сразу же вбрасывает мяч. И не получилось тут сразу же убежать в контратаку. Аут в пользу ленчан. Смена тем временем проходит в составе сборной города Якутска. Дмитрий Каурдаков на площадке, и Иван Калачиков вышел. Интересно, вот в какой форме Иван Калачиков. Он проходил службу в армии, вернулся, ну и там, наверное, по-любому, я уверен, что он бегал. Ну, в играл. хорошей форме, да, все игры провел в основном составе, в первых 2 четверках и забил уже несколько мячей. Ну, я уверен, что Иван этом Калачиков чемпионате. там, проходя службу, тоже вот играл, да, вот на соревнованиях среди военных частей. Ну, очень рад видеть Ивана вот в стартовых четверках сборной города Якутска, потому что у него уже травма еще была серьезная. Да, сейчас игра рукой, фол Ленска. Так, у нас 3 нарушения правил у Ленского района и 2 нарушения у Якутска. Якутск вновь в атаке. Тут надо... Ленский район, конечно же, надо развернуться, но не дали Вадиму Юшинову пробить с этой позиции. Активно себя проявляет 22-й номер в атакующих действиях своей команды. Вот сейчас он вновь с мячом. Иван Калачиков его встречает. Ну, по игроку встречают столичные футболисты. Попытка пробить. Александр Купряков блокировал удар. Александр Купряков тоже, не побоюсь этого слова, легенда якутского мини-футбола. Ветеран мини-футбольного клуба «Заря», который провел, ну, больше 13 там сезонов точно. Да, с самого юношеского возраста
играл за мини-футбольный клуб «Заря». Ну и регулярно, конечно, он защищает честь города Якутска на всех республиканских соревнованиях. Также он, конечно, выступает за союз авто. Является сейчас действующим тренером и игроком. Ну вот Иван Калачиков, ну, вот старая гвардия, да, якутского мини-футбола. Иван Калачиков, Александр Купряков. Ну, люди, вот эти ребята вот друг друга понимают с полуслова. Прекрасно чувствуют движение. Все-таки сколько лет играли в составе «Зари» вот на соревнованиях самого высокого Андрей уровня. Калачев. Андрей Калачев, да. Ну и сейчас оба являются играющими тренерами в своих клубах. Да, одних из самых ведущих клубов Да. города. Именитых, таких с историей богатой. Ну и мы не представили арбитров. Получается, Сергей Веденеев и Евгений Залуцкий судят этот матч. Ну и сейчас Андрей Калачев будет вводить мяч в игру. Угловой. Начинается движение в штрафной. Линчан. Попытка пробить. Это Иван Калачиков пробивал. Мяч угодил защитника. Вновь вот эти вот интересные передвижения. Но пока... Да, не дошел мяч до Александра Купрякова в штрафной площади. И что предложит Ленский район? Ух, какая тут ошибка Владимира при выходе. Да, и Владимир Потапов уже в пустые ворота были, неудобно ему было бить, и промазал мимо ворот. Ну да, могли счет открыть линчане. Очень интересно, конечно, что Толчок в спину. Так, это уже интересно. 4-й фол у Ленского района. А еще играть Да. 7 минут с небольшим в первом тайме. Так, Андрей Калачев тут отборолся, сохранил мяч. Вырвал буквально Да. мяч у Владимира Потапова. Владимир Захаренко отправляет мяч далеко вперед, не точно. Так, смена у нас прошла в составе сборной города Якутска. Видим мы на площадке Дениса Юргена. Роман Бондаренко, Да. Кармадонов Владимир. Молодая четверка у нас сейчас играет. Ух, какая сильная передача, и по высоте неудобной получилась данная передача. Опасная атака. Линчан, его тут пробить можно. Захаренко выручил, в принципе. Ну и тут еще Роман Бондаренко героически стелился, да? Чтобы спасти свои ворота. Опасная атака. Линчан. Посмотрим, что в свою очередь предложат футболисты сборной города Якутска. Напомним, Ленский район является действующим победителем чемпионата. В этом году у нас 9 команд стартовало на этом чемпионате. К сожалению, сборная Алданского района не приехала. Ну и получается, они автоматически заняли последнее место и отправились во вторую лигу. Кстати говоря, о ней на следующей неделе. Во Дворце спорта 50 лет Победы. Здесь же у нас стартует И в ДЮСШ-4 И- в двух залах пройдет вторая лига. вторая лига. 2 недели мини-футбола, дорогие друзья. Дмитрий Каурдаков отправляет мяч вперед. Олег Кислица на чеку выбил мяч. Зубарев хорошую передачу делает. Мяч сколыхнул сетку, но, увы, с другой стороны. Алексей Кислицын не попал в ворота. Хорошая заготовка, кстати, да, вот была. Да, но это вот связано с новыми правилами, что мяч можно вводить не обязательно находясь за полем. Но с любой точки можно разбегаться, бить. Действительно, Дает возможность для тренеров новые Да? какие-то придумывать комбинации. хорошее нововведение, которое только положительно вот сказывается, да, вот Да. действительно расширяет арсенал для тренеров, и вот такие интересные заготовки мы можем теперь видеть. Ленский район в атаке, попытка пробить издали, это Никита Колосов, с левой ноги пробивал.
мяч пролетел мимо штанги. Так, сейчас мы видим, Дмитрий Каурдаков принимает мяч. Илья Чекир, Дмитрий Каурдаков, Никита Зубарев и... Алексей Кислицын. Да, такая четверка сейчас у нас в составе Якутска играет. И Зубарев может пробить, пойти в обыгрыш. С техникой и ударом у этого парня все в порядке. Неплохо. Чуть выше ворот пролетел мяч. Оказалось, мне показалось, что касание было, но нет, от ворот. Вадим Юшинов играет корпусом. Габаритный такой игрок, да? Такого трудно. Ну, команда Ленского района вообще В целом, в принципе, физически, да. Рослые ребята, мощные физически. На этом турнире самые рослые, наверное, самые мощные. Но футбол — это не бокс, не борьба, где разные весовые категории. Здесь одна весовая категория, играют все. Дмитрий Кочнев своевременно покинул свои владения и от греха подальше в потолок отправил мяч. И с боковой сейчас будет вводить Никита Зубарев. Несмотря на то, что вот Зубарев молодой парень, да, он уже... Такое ощущение, что он уже лет 100 играет. Вообще, Да. За столичные команды, за сборную Якутска в том числе. Из детского возраста он, да? И вот тут Опасно. опасно. Ну, казалось бы, Да. да, что Владимир Захаренко смог нейтрализовать угрозу. Вадим Юшинов, капитан команды Ленского района, открывает счет. Да, поздравления принимает 22-й номер Ленского района. Вышли вот, получилось так-то, не доглядели столичные футболисты. И... Да, непонятно. Ну, разберут, наверное, в перерыве этот момент, кто где ошибся. Но я уверен, что мы тоже в замедленном действии эту голевую атаку мы посмотрим. Вот как раз сейчас заминка будет. Зубарев пробивал и мяч. Попал в грудь, да, наверное, дыхание сбил Никите Колосову. Да, вот. Вот здесь одного оставили. Да, один-одинешенько вот. Не Да. доглядели. Вот тут мне показалось, что Захаренко ногой-то левой дотягивается. Вот буквально... Да, и Алексей Кислицын уже в воротах пытался исполнить вратаря, но не получилось. Да, Ленская района. Сборная Ленского района повела в этой встрече 1-0. Вадим Юшинов. Автор пока единственного забитого мяча. Ну и не сказать, что у города Якутска есть какие-то опасные моменты. Там, кроме каких-то Да, там кстати, да. дальних ударов. И в основном Алексей Кислицын один раз мимо ворот пробил после розыгрыша аута. И все. Тут в обыгрыш пошел Никита Зубарев. Не получилось. Чекир. Сильная передача адресовалась Кислицыну. Так, у нас, видим, табло 4-2 по нарушениям правил. Если сейчас у нас сборная Ленского района сфалит, то им уже нельзя будет нарушать правила, ибо будет назначен 10-метровый удар. Но осталось играть минуту. Меньше минуты уже. Неожиданный прострел. Но это в надежде, то, что от вратаря, да, или от Да, кого-то. какой-то рикошет будет. Да. Прямым ударом, конечно же. Забить с углового. Да, в большом футболе намного легче, чем в мини-футболе. Итак, 35 секунд остается, и у нас минимальное преимущество в счете у Ленского района. Как я понимаю, да, аут вводят футболисты Ленского района. Позиционная атака. Тут, конечно, в борьбу надо включаться футболистам сборной города Якутска и агрессивнее играть в отборе, активнее. Последние 10 секунд. Так, и минутный перерыв, по всей видимости. Да. Олег Михайлович Марченко берет минутный перерыв. В надежде на то, что что-то удастся организовать, какую-то комбинацию. Сейчас укажет игрокам, кому где вставать, кому что делать, кому куда бежать. И, возможно, мы увидим, как сборная города Якутска отыграет преимущество. Но вот мы видим то, что с планшетом, да, работает
Андрей Калачев, потому что, ну, тоже тренер, да, Фишки двигают. да, выступавший очень долго на самом высоком уровне, высшей лиги России, тоже Воз- определенный багаж такой. Возможно, сейчас на внушительный. площадке будет четверка с Ирбиса как раз, и вот он им и объясняет уже какие-то, Кстати, может быть, да. свои домашние заготовки. Поэтому Олег Михайлович Марченко и дал ему возможность высказаться. Ну и чтобы разыграть вот эту самую комбинацию, тут порядка 10 секунд у нас до конца первого тайма. Ну, видим то, что... Ну, Зубарева мы видим. Да, Да, сам Калачев, Андрей тоже Чекир. вышел. Чекир. Так, И, возможно, четвертый. Каурдакова выпустят. Ну, пока не видим, да, четвертого игрока. Но и сейчас у мяча Андрей Калачев. Посмотрим, что они приготовили. Тоже смещение. Так, тут с обработкой не получилось, но можно доиграть этот эпизод до конца. Нет, Куприков на поле. Да. Но в этой комбинации он не принимал участие. В принципе, было опасно. Да, опасный момент. И завершается у нас первый тайм. Со счетом 1-0 ведет у нас сборная Ленского района. Благодаря результативному удару Вадима Юшинова. Ну а на ваших телеэкранах Александр Купряков и остальные игроки сборной города Якутска. Ну вот мы видим на заднем плане еще у нас Даниэля Дура Даини. Это у нас Да. тренер, преподаватель Института физической культуры и спорта. СВФУ. И руководит он женской сборной университета. Имеет сейчас российское гражданство и прописку в городе Якутске и полноправно выступает за сборную города. Да. А сам он из Нигерии. Из Нигерии. Да. Да, в свое время приехал. Ну, уже укоренился в республике Саха-Якутия. Пустил корни, Пустил корни, женился. Маленькая дочка растет. Ну и регулярно он играет. Вот большой футбол, мини-футбол на всех городских первенствах. Да, вот за Мирю, помню, бегал. За Мирю бегал, за Северо-Восточный федеральный университет команду бегал. В этом году перешел в Союз Авто. В Союзе выступает сейчас. Ну, еще пока не выступал, еще чемпионат не начался, ну, то есть заявился уже, да? Заявился за автомобилистов. Интересно. Ну и он руководит женской сборной Северо-Восточного федерального университета. И в интервью нашим коллегам он говорил то, что надеется, планирует в следующем сезоне попробовать заявиться в проект мини-футбол в вузы. Знаем то, что наши студенты это всегда вот успешно выступают. 4 года подряд в призерах. Вот, бронзовые призеры несколько раз брали бронзу, серебро. И когда серебро брали, проиграли это в финале вот Московской академии физической культуры, где ребята вот из суперлиги, из высшей лиги, но там, конечно, сложно было что-либо противопоставить. Ну, поэтому это очень такое достижение, конечно, очень-очень значимое. Ну и хотелось бы, чтобы наши девушки, конечно, тоже добивались таких высот. Ну вот момент, да, Владимир опаснейший. Потапов, пустые ворота. Промахнулся тут Не Владимир попал. Захаренко. Эта ошибка могла стоить... Ну, там Денис Юргин уже катился на защиту своих ворот. Ну и, возможно, мы увидим чуть-чуть раньше момент с голом, чтобы понять, почему один остался Вадим Юшинов Да, хотелось бы вот этот момент... с Владимиром Захаренко. Да, посмотреть с этим, с момента начала атаки. Да, это вот с аута разыгрывали, когда Кислицын не попал в ворота. Удар Никиты Колосова. Ну вот уже Зубарев у нас пробивал. Это перехват. Перехват был. И тут, да, один защитник против двоих. Да, ну это получается перехват после ввода мяча от ворот. Владимир Захаренко, да, сам, можно сказать, привез этот момент к своим воротам. Да. Ну, Ленский район, это, конечно, мастеровитая команда, которая наказывает за такие просчеты, ошибки. Что, собственно, сделал Вадим Юшинов.
Ну, Мы видим, как сдержанно радуются ребята, потому что понимают, что вся борьба еще впереди. Конечно. Это у нас Карен Даниэлян, играющий тренер Ленского района. Ну, спокойным выглядит, да? Команда ведет. Ну, хотя мы знаем, насколько он импульсивный. Что-то пытается объяснить судьям. Команда Ленского района на этом турнире защищает свой чемпионский титул. Напомним, ранее мы уже транслировали матч за 3-е место. В этой игре у нас в серии пенальти победу одержала сборная Северо-Восточного федерального университета под руководством Сергея Павловича Скрябина. В серии пенальти они оказались точнее футболистов Усть-Алданского Улуса. Основное время завершилось со счетом 1-1. Ну и в серии были точнее студенты. Ну, обсуждение практически не идет, да? Да, В рядах да. Ленского Все района. обсудили до игры. Да, значит, Ну, в все идет принципе, всё по идет плану. по плану, конечно. В принципе, все идет по сценарию Ленского района. Сейчас счет их устраивает, выигрывают. Так, а вот в стане столичных футболистов мы видим то, что Опять какие-то обсуждения. да, какие-то- планшет в действии. Да. Купляков. Что-то Вот Андрей объясняет, кого Калачев. куда бежать. Да, Калачев и Купряков, люди, которые играли в мини-футбол на высшем уровне, выступая за Зарю, потом сейчас уже выступают на городских первенствах и занимают вот руководящую, тренерскую должность. Ну, можно считать, что начинающие тренеры и с богатейшим багажом в качестве игрока. Ну и Олег Михайлович Марченко. Олег Михайлович Марченко, да, думает, что ему изменить нужно во втором тайме, чтобы переломить игру. Мы еще раз напомним, что сборная Якутска и Ленского района уже встречались в рамках групповой стадии данного турнира. Тогда со счетом 3-2 победу одержали футболисты из Ленского района, действующие чемпионы республики. Итак, у нас прозвучал сигнал, и футболисты возвращаются на площадку. Мяч разыгрывает сборная города Якутска. Итак, все готово для начала второй 25-минутки. И напомним, что последние 2 минуты этого тайма у нас будут идти с остановками. Вот таймер будет работать в ином режиме. Время будет останавливаться каждый раз, когда мяч будет покидать пределы поля. Очень важное такое, да, вот важная деталь, потому что... Да, за эти 2 минуты чистого времени может все что угодно произойти. Да. Нету возможности потянуть время, там, пнуть куда-то мяч подальше, не спеша вводить мяч. Это ничего не дает. Итак, тут перехват. Успевает забрать мяч Иван Пыхтин. Отходит угроза. По итогам первого тайма у нас 1-0. Единственный мяч забил Вадим Юшинов. Ну и первая четверка на площадке у сборной города. Представители команды Ирбис-99. Никита Зубарев, Дмитрий Каурдаков, Алексей Кислицын и Илья Чекир. И первая четверка в составе команды Ленского района. Никита Колосов, Вадим Юшинов, Владимир Потапов, который сейчас является лучшим бомбардиром. Вот 10-й номер. Да, на его счету 9 Да. И Иван мячей. Пыхтин, который поиграл и за корпорацию ОСИ Кемеровскую высшей лиги. 1-1. Да. Это Никита Зубарев. Воспользовался ошибкой вратаря. Перехватил мяч. Ну вот вратари, грубо говоря, отдали друг другу должок. Да? Обмен любезностями, так сказать, да? Но тут, конечно, Зубарев тоже не простил ленчан и воспользовался этой ошибкой. 1-1.
Но тут еще одна атака. И Дмитрий Каурдаков. Вот это да. Вот это двухминутка, да, какая проходит. Да. В исполнении столичных футболистов. Дмитрий Каурдаков, конечно, обладает мощнейшим ударом. Знаем мы это прекрасно. И с такой позиции, конечно, он просто-напросто проткнул мяч мимо вратаря. Дмитрий Каурдаков выводит команду. Да, Якутска буквально вперед. за 1 минуту перевернули ход игры. И счет уже 2-1 в пользу города Якутска. Ну, растеряли вот бдительность линчане. И в свою очередь, наоборот, столичные футболисты вот просто провели фантастическую действительно минуту. Так, у нас тут падение без нарушения правил, считают арбитры. Чекир тут активно борется. Ну, сейчас, я думаю, эмоций в игре прибавится. Безусловно. А вот для своей команды зарабатывает Олег Кислица. Так, ну если у нас будут заминки, конечно, мы увидим вот эти вот 2 взятия ворот в замедленном действии, конечно. Иван Пыхтин хорошо в обыгрыш пошел и пытался пробить. Вели мяч с аута линчане, и Пыхтин мяч потерял. Никита Зубарев будет вводить мяч в игру. Так, справа там Чекир. Вот он. Сместился в центр. Каурдаков. Зубарев на замахе убрал. Пробить пытался с правой ноги. Не получилось. Пыхтин тут пытался сохранить мяч для своей команды, но не получилось. Итак, давайте посмотрим повтор. Так, а пока мы повтор смотрели, тут у нас 3-й мяч. По всей видимости, успели мы 2 мяча вот увидеть, как забил у нас Зубарев и Каурдаков. Продолжаем мы смотреть этот эпизод. И у нас, по всей видимости, смена проводится, или же минутный перерыв взяла одна из команд. Пока не можем мы сказать, кто же у нас отличился 3-м забитым мячом в составе сборной команды города Якутска. Но после того, как мы разберемся, обязательно, конечно, вас проинформируем. Находится наша комментаторская позиция вне зоны доступа, вне зоны видимости вот этих ворот. И пока мы смотрели повтор, дорогие друзья, счет стал уже 3-1 в пользу команды сборной города Якутска. +2 у подопечных Олега Михайловича Марченко. Напомним, на этом турнире сборная Ленского района идет просто... Да, никому не проигрывает. Да, потрясающе идет. Вот мы говорили о том, что на стадии группового этапа, да, они забили 30 мячей, пропустив при этом всего 7. Затем они в полуфинале забили 7 мячей в ворота университета. Ну, показатели самые-самые высокие. Без единого поражения. И меньше всего голов они забили в игре как раз с Якутском, когда выиграли 3-2. Да, вот в рамках групповой стадии. Но мне кажется, 3 им никто не забивал. А нет, университет. 4 в полуфинале. Да, 4 в полуфинале. Ну, посмотрим сейчас, конечно, обескураживающий такой период, да, прошел Да, для прошло линчан. 5 минут и 3 пропущенных мяча во втором тайме. Посмотрим, как отреагируют линчане на эти события. Это, конечно, не та команда, которая вот посыпется, да? Да, и бросит играть. Нет. Наоборот, они сейчас прибавят. И нас ждут интереснейшие минуты второго тайма. Что, в свою очередь, будет делать Якутск, интересно? Какой будет прессинг? Или же будут они встречать? Вот мы видим 3-й гол. Никита Зубарев. Разыграли. Передача и Здорово. Кислицын. Кислицын. Да. Алексей Расстреливал. Кислицын. Но до этого тоже вот столичные футболисты, да, здорово показывали, как они разыгрывают аут, вот с применением как раз-таки новых правил. И тут тоже аут очень здорово разыграли, впоследствии чего у нас вот Кислицын как раз-таки забил. Ну да, в защите не доработали линчане, оставили его одного. И он грамотно распорядился мячом. Напомню, что сегодня, вот ранее в бронзовом финале победу одержала сборная Северо-Восточного федерального университета. После этой игры мы также их увидим на церемонии награждения. Ну и сейчас этот матч как раз-таки выявит
команду, которая будет стоять на высшей ступени пьедестала. Ленск в атаке. Вадим Яшинов, автор первого забитого мяча, был с мячом. Аут в пользу Якутска. Ну и мы видим, Владимир Захаренко не торопится. Яшинов опять с мячом, и здорово в подкате Кислицын. Выбивает мяч за пределы поля. Аут разыгрывает линчане. Владимир Потапов смещался в сторону и пробить пытался. Ну да, все зоны перекрыты. Итак, 3-1. 3-1. Зубарев, Каурдаков и Кислицын отличились в составе сборной команды города Якутска. Ну а у линчан, как мы уже говорили, взятие ворот провел Вадим Яшинов. Владимир Захаренко. Высоковато. Я не рассчитал силу. Ну что ж, я думаю, сейчас линчане-то начнут более агрессивно атаковать. Потому что остается... Ну да, у них другого варианта нету. Ну и, возможно, мы увидим контратаки, в которые будет убегать сборная Якутска. Ну и, думаю, появится еще и пятый полевой. Возможно, это именно то, о чем говорил Карен. Появится он в качестве пятого, да? Полевого. Да. И оказывается, все это время у него под мастеркой была форма пятого полевого игрока. Ну, посмотрим. Аут в пользу футболиста сборной команды города Якутска. Ну и мы видим, что сборная города играет двумя четверками. Да, кстати, только две четверки играют. Передача тут неточная получилась, а если бы покорректнее был отправлен мяч в сторону своего сокомандника, могло, конечно же, получиться очень опасно. А тот же Ленск меняются по одному, ребята. Не четверками. Андрей Калачев. Нет, это Зубарев. Сначала подстраховал на дальний, затем сам пытался пойти в контратаку. Ну и видим, Владимир не спешит вводить мяч в игру. Сейчас, конечно, время играет в пользу столичных футболистов. Дмитрий Каурдаков. Передача, наверное, задумывалась, что мяч пойдет по диагонали. Да, он надеялся, в что центр. Алексей Кислицын сможет там цепиться за мяч, но далековато было. Аут будут вводить представители Ленского района. Мы видим министра спорта. Да, все спортивное руководство республики присутствует на этой игре. Ну, как и полагается, да, все-таки финал. Финал чемпионата республики, первая лига. Лучшая команда республики этого года определяется. Аут в пользу линчан. Олег Кислица глазами ищет своих партнеров. Через вратаря вынуждены играть линчане. Дмитрий Кочнев. В принципе, это точно отправил. Но не удалось остановить мяч Владимиру Потапову. Неспешно Владимир вводит мяч в игру. И точно на Андрея Калачева. Да, вот такая разбитая игра на маленькие отрезки. Выгодно сейчас городу Якутску. Так, и Калачев. Да, вот опять очень интересно разыграли. Я думал, что будет пас на Калачева, и Калачев бьющего будет играть. Но Калачев сам подошел и вот Ну полуудар, да. полу... Маленько этими действиями запутали соперников. Передача в штрафную, и вновь бьет Калачев с левой ноги, но не получилось попасть в ворота. Перехват, и сейчас нужно организовать свою атаку. Денис Юрген был с мячом, Калачев сейчас. Так, и у нас мяч
в аут улетел, по всей видимости. Неточная передача, и Владимир Захаренко тут без вариантов, конечно, забирает мяч и сразу вбрасывает мяч далеко вперед на Александра Купрякова. Но тут вовремя вернувшийся Иван Пыхтин мяч отправил в аут. Так, а что у нас? У нас, кстати, фолов нету. Достаточно корректно играют команды во втором тайме. Так, и мы вот видим, Минутный что перерыв. Даниэлян Карен берет минутный перерыв. Да, сейчас мы посмотрим, что придумает Карен. Да, команда вступает в 2 мяча. Напомним, в первом тайме мы увидели только один забитый мяч. Отличился у нас Вадим Юшинов. Ну и затем вот просто... Просто 2 мяча подряд. Да, Да. ядерную минуту у нас провели футболисты сборной города Якутска. Сначала у нас Первый Зубарев. после ошибки вратаря. Да. Никита Зубарев забил. Второй потом замечательный удар Дмитрию Курдакову удался под перекладину. И потом здорово аут разыграли. И Кислицын у нас отличился. И, конечно, безусловно, надо Карену Даниэляну сейчас вводить коррективы в игру. Да, согласно кивает Владимир Потапов. Да, согласен с предложениями Карена. Сейчас мы увидим, как получится линчан реализовать свои задумки. Возвращаются футболисты на площадку, и сейчас игра будет возобновлена. Остается играть у нас чуть меньше 13 минут. У нас без нарушений правил пока идет второй тайм. Счет 3-1 в пользу города Якутска. Ленинский район, еще раз отметим, то, что на этом турнире защищает свой титул. Титул чемпиона республики среди команд первой лиги. В прошлом году они в финале победили подопечных Сергея Скрябина, студентов Северо-Восточного федерального университета. Андрей Калачев готовится вести мяч в игру. Так, получается, это первая четверка вновь вышла у Якутска. Ну, комбинированная, да, Иван Калачиков только что отыграл с Калачевым. Юрген тут разворачивается, но мяч останется линчанам. Быстро решили ввести мяч в игру линчане. Сейчас Калачиков хорошо сыграл на перехвате. Но не менее хорошо Олег Кислица играет в подкате. Аут в пользу Якутска. Нет, в пользу линчан. Так, по свистку, по свистку. Господин Денинеев просит играть по свистку. Передача верхом налево. Тут в центр хотели сыграть, но внимательно действуют столичные футболисты. Меньше времени все меньше и меньше. Еще по мини-футбольным меркам. Ну, по мини, конечно, да. Достаточно времени, чтобы не только отыграться, но и вырвать победу. Может случиться все, что угодно за это время. Хорошая передача Калачева. Да, Денис Юргин там один абсолютно был. Не попал по мячу. Решил сразу пробить. Атака Ленинского района. Хорошо катится у них мяч, но тут не точно. Калачев, вернее, хорошо сыграл на подборе. Но тут задумано это все было здорово. До Калачикова мяч довели, и по диагонали, конечно, он должен был пробивать, но не получилось. Нарушение правил. Первый фол. Да, Калачиков слишком агрессивно пошел на вратаря. Таким образом у нас первый фол. Бергель с мячом. Пойдет в обыгрыш. Ох ты. Да. Карен все-таки сыграл свою роль. Сыграл. Один вытолкал, Карен заблокировал. Юргену тут, конечно, не суждено было добраться до мяча. Здорово корпусом тут играет Никита Колосов. Как мы уже говорили, да, вот, ну, чисто вот даже по картинке можно видно, что... Насколько физически крепкие ребята с Ленинска. Все рослые, физически мощные ребята. Конечно, в корпус играть с ними это очень тяжело. Никита Зубарев тут
Хорошо он может убрать на замахе. И обладает он хлестким ударом. Может он удивить, я думаю, любого вратаря. Вот высоко встречают футболисты сборной. Ну и прессинг Якутска привел к результатам. Да. Забрали мяч. Зубарев будет вводить мяч в игру. Чекир играет на Захаренко. Ну и Захаренко верхом, конечно, отправляет. Да, и Своему из коллеге ничего вроде, возник да. момент. Ну, пока да, вот то, что задумывает футболиста сборной Якутска, это получается, либо же вот за счет ошибок соперников, да, вот все равно доходит до опасных таких моментов. Да, возможно, в перерыве то, что объяснили Андрей Калачев и Александр Куприков, привело к каким-то результатам. 2 быстрых гола. Ну и 3-й практически сразу же в начале 2-го тайма. Ленский район в атаке. На сей раз Якутск не так высоко встречает у себя. Дмитрий Каурдаков решился пробить. Как опасно. Слева так мощно пробил. И казалось бы, да, то, что вот Дмитрий Кочнев Да, вроде бы такой не опасный удар и не очень сильный. как-то сгруппировался он не совсем быстро и удачно. Ну, тоже достаточно крупный по габаритам Да? вратарь. И сложиться там в нижнюю шестерку, грубо говоря, очень тяжело. Так, Ленский район. Первый фол на Дмитрия Каурдакове. Правила были нарушены, и Дмитрий Каурдаков сам сейчас у мяча. Ну, сколько вот прекрасных голов со штрафных в большом футболе, вот, да, мы видели. Дмитрий обладает мощным ударом, что он демонстрирует, в принципе, сейчас. Дмитрий Кочнев переводит мяч на угловой. Ну и неспешно, конечно, неспешно. Футболисты сборной Якутска вводят мяч в игру. Ну да, это такие маленькие футбольные Да? хитрости, которые всегда команда, которая выигрывает, не торопится, которая проигрывает, наоборот. Но мы отметим, что последние 2 минуты встречи будут чистыми, ну, то есть будут идти с остановками от таймера. Так, смена. Тем временем проходит. Вот действительно, Якутск меняет четверки, да, либо же комбинирует четверки. А вот у линчан такие замены, то что по одному Да, сменяются. и на площадке может оказаться кто угодно одновременно. Чекир. Таким образом, Карен Даниэлян пытается взвинтить темп. Так, у нас остается играть чуть больше 6 минут. И Зубарев. Никита вводит мяч в игру. Так, тут Захаренко сыграли. И неужели это была попытка Да пробить? нет, это скорее всего мяч выносил просто вперед, опережая соперника на перехвате. Чекир вводит мяч в игру. Зубарев. Передача адресовалась Каурдакову, но мяч до него не дошел. И сейчас линчане попытаются организовать свою атаку. На перехвате хорошо играют столичные футболисты. Никита Зубарев вертит головой, ищет своих сокомандников. Аут. Передача в центр и пробивал Владимир Потапов. Развернулся, пробил, но заблокировали футболисты Якутска. Калачиков, Калачев, Куприков и Каурдаков сейчас. Да, и Денис Юрген готовится выйти на поле вместо Каурдакова. Контратака. Куприков. Хорошая передача на Калачикова. Так, у нас тут мяч в пользу Якутска. Поспешили, да, линчане вести мяч в игру.
Купряков. Вот, тоже. Вставляет мяч Калачеву и Купрякову. И здорово. Да, тоже какая-то домашняя заготовка. Опасный момент. Но тут линчане отвечают очень опасной атакой. Если бы Вадим Юшинов сейчас до него довели бы мяч, то это очень опасная позиция была для того, чтобы вот пробить. Хорошо скидывается мяч на Калачикова. Купряков перед воротами был, но пробить тут не получилось. И линчане сейчас спокойно решили не атаковать позиционно. Сломя голову вперед, не побежали. Иван Пыхтин с мячом. Да. Олег Кислица. 5 полевых начали играть. Пятым вышел. Линчане у нас 3 минуты и 40 секунд примерно остается играть. И вот сейчас у нас начнется карусель. Ни разу еще на этом чемпионате линчанам не приходилось играть в 5 полевых. Потеря. Так, ну, посмотрим. 5 полевых. Хорошо разыгрывают? Они еще ни разу на этом чемпионате не играли в 5 полевых, поэтому тяжело сказать. Трудно сказать, да? Да, тяжело сказать, как у них это получится, какие у них есть Да, видим то, что пятый наработки. Пятый полевой у нас справа. Это у нас Кислица, да? Пятый. Да, пятый Кислица. Иван Пыхтин играет последнего. Ну и, Ошибка, да. ну, я думаю, вы тоже сейчас услышали, дорогие друзья. Недоволен. Это Никита Колосов. Никита был, да, вот Да. с общего плана. Не определил. Предъявил он своим сокомандникам за то, что Владимиру Потапову и Вадиму Ишинову, что они не двигаются мало впереди, движения, да? не открываются. Так, что у нас по времени? 2 минуты 15 секунд. И последние 2 минуты, как мы уже говорили, они пойдут вот с остановками таймера. Ну вот, ошибка, и наказывать надо. Каурдаков пробивал сходу. Мяч доставляется до Калачикова. Мимо ворот. Нет, это Кислицын. Да, объявляется о том, что стартовало у нас чистое время. Так что сейчас вот неспешное такое введение мяча в игру пользы не принесет, разве что вот дать подышать, да, вот сокомандникам, перевести дух. Вот сейчас линчане будут атаковать также в 5 полевых, будут туда-сюда мяч Завели катать. мяч в зону, пытаются поджать, прижать сборную города Якутска, пониже посадить. Вот Зубарев активно включился в высокий прессинг. Передача доходит, Какая опасно. хорошая диагональ. И пробивать. О, ну с Все-таки двух попыток все-таки Да. затолкали мяч. Ну что ж, Иван Пыхтин. Иван Пыхтин свой мяч все-таки забил. С чем мы Да. его поздравляем. А И в первом моменте мне показалось, что даже это Олег Кислица сам выбил мяч из ворот города Якутска. ну и у нас остается 1 минута и 20 секунд. Очень интересным Да. будет завершение этой игры. Это мы можем с Интрига уверенностью сказать. возрождается. Так, 5-го полевого, видимо, нет, все еще 5-й на поле. Еще одна атака. Ну тут Да. если сравнять счет, да? Вадим Ишинов. Был момент у него опять. С опасной, с убойной позиции пробивал Юшинов. Так, и ворота нужно подправить. Итак, с воротами все в порядке, матч возобновляется. Захаренко закидывает мяч далеко вперед. Ну, есть, да, вот такие моменты, когда вратари нужно тянуть время, закидывать специально свечой. Да, чтобы Пару секунд выиграны. там пара секунд, там пара секунд. Да. И Итак, очередная атака в большинстве ленских
футболистов. Пыхтин на Кислицу. Пыхтин вновь с мячом. Ну, все началось в голе с того, что хорошую диагональ. Прошла хорошая диагональ на дальний угол. Тут Пыхтин сначала он был там и уже оказался здесь. Да, вездесущий. очень быстрый. И удар Вот это какой! удар, перекладина. Да. Вадим Юшинов. Я думаю, Владимир Захаренко сейчас взбодрился. Да, и Олег Марченко берет минутный перерыв, чтобы маленько успокоить своих ребят. Объяснить, как правильно обороняться. Да, вот Последние секунды. когда преимущество той команды и вот соперник активно атакует, конечно. Если даже никаких важных корректировок не будет, то вот просто успокоиться, постоять, да, вот это, конечно, очень важно и полезно. Да, ну и сбить пыл, Да? говоря, сопернику. А вот мы видим повторы опасных моментов. Это вот розыгрыш аута. Да, Тут, интересный да, розыгрыш. нужно отдать должное Кочневу, потому что если бы не он, то А вот всё получается этот момент. Вот. А, нет, в штангу мяч попадает. И добивает уже Иван Пыхтин. Ну, там Кислицын, Да, тоже на дальний. да, не получилось, да, вот спасти ворота. Мало у них хватило, как мы видим на повторе. Ну что ж, 3-2. Так, и у нас последние секунды. Последние секунды. 25 секунд Да. до конца матча. Будет свеча. Ну, Точная один тут передача. Калачков. Каурдаков. Да, вот это, наверное, и просил Олег Марченко. Подержать мяч, потянуть время. Вот таким образом. Не давать его сопернику. Все, последние секунды. Надо держать мяч. Держать, держать, держать. И звучит финальная сирена. Дорогие друзья, у нас со счетом 3-2 победу одерживает сборная Якутска. И таким образом столичные футболисты становятся победителями чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. Поздравляем мы футболистов, а также тренерский штаб во главе с Олегом Михайловичем Марченко. Ну и аплодируют футболисты сборной Якутска. В ближайшее время сейчас у нас под сводами Дворца спорта 50 лет Победы начнется церемония награждения, на которой мы увидим столичных футболистов. И сейчас мы вашему вниманию предлагаем подборку ярких моментов второго тайма. Вот тут здорово, конечно, напрягал Зубарев, стража ворот Ленского района, Кочнева. И в итоге вот он перехватил мяч и забил гол, сравняв счет в этой встрече. Ну и потом буквально в следующем же моменте Дмитрий Каурдаков, вот как здорово переложил мяч на левую ногу. Ушел в сторону от защитника. Ну и по сути это почти во вратаря, да, Дмитрий пробил, но мы знаем, как Дмитрий сильно бьет. И попробуй отрази, даже когда мяч летит примерно в тебя. И вот здорово тут, конечно, разыграли аут. Сегодня на протяжении всего матча подопечные Олега Михайловича Марченко вот демонстрировали различные варианты вот интересных розыгрышей вот аутов, и с учетом вот изменений в правилах. Например, если раньше вводящий мяч в игру игрок должен был находиться обязательно за пределами игрового поля, то сейчас по новым правилам можно вводить мяч в игру, находясь в поле. Чем, собственно, футболисты сборной Якутска и очень умело пользовались. Хорошая передача Андрея Калачева на Дениса Юргина. Вот то, что мы видели. Тут Денис решил сразу пробить, но по мячу попасть не получилось. Были моменты и у Калачикова, который сегодня очень много минут провел. Ну и на протяжении всего матча вот сборная Якутска, да, вот меняла четверки, то есть вот игроки более старшего поколения, наши многоуважаемые ветераны, это Александр Купряков, Андрей Калачев, вот их четверка играла, и более молодая четверка. Ну и комбинировали эти четверки, конечно,
столичные футболисты. Вот тут Кочнев хорошо сложился и спас свою команду. Ну, а это момент со взятием ворот в исполнении ленских футболистов. Был близок Кислицын к тому, чтобы спасти мяч, конечно, в этом эпизоде, но, увы, не получилось. 3-2. Очень интересную встречу мы с вами посмотрели. Ну и хотелось бы напомнить, да, вот, если говорить о выступлении, да, о сборной города Якутска. Групповой этап начинала столичная команда в группе А. Вышли они со второго места. Со второго места группы А они вышли, уступив только в одном матче, как раз таки, кстати, футболистам Ленского района с аналогичным счетом. Но только в обратную сторону завершилась эта игра. Затем в полуфинале сборная Якутска одержала уверенную победу над командой Усть-Алданского Улуса. Со счетом 6-0 они выиграли. Ну и в финале была одержана победа над Ленским районом со счетом 3-2. Поздравляем мы еще раз футболистов сборной Якутска, тренерский штаб во главе с Олегом Михайловичем Марченко. Ленский район таким образом не смог защитить титул, который они завоевали в прошлом сезоне. Ну и видим, у ребят хорошее настроение. Олег Михайлович Марченко, конечно, как всегда, очень серьезен. И сейчас, я думаю, будет, конечно, проведена работа над ошибками, разбор полетов. Андрей Калачев тоже играет важную роль в составлении плана игры. Андрей Калачев — человек с богатейшим опытом, выступавший на протяжении многих лет в составе мини-футбольного клуба «Заря». Ну, а сейчас, дорогие друзья, пока готовится церемония награждения, мы с вами уйдем на короткий перерыв, после которой вернемся и будем чествовать победителей и призеров чемпионата. Оставайтесь с нами. Уважаемые жители и гости столицы, приглашаем вас в магазин охоты и рыбалки «Сибян». Собственное производство, снегоходы и вездеходы уникальной сборки, болотоходы «Сиэген», кит-комплекты «Буран», двигатели «Лифан» и «РМ», большой выбор запчастей и огромный выбор товаров для охотников и рыболовов. Все это в магазине «Сибян». Собираетесь оформить детские пособия и выплаты для всей семьи? Оформите в электронном виде на портале eyakutia.ru. Обо всех детских пособиях и выплатах подробнее на eyakutia.ru. Легко и удобно. Портал eyakutia.ru. 20 февраля в 17:00 Государственный цирк Якутии приглашает встретить китайский Новый год с участием артистов эстрады, цирка и балета. Гостей ждет чайная церемония, знакомство с азами фэн-шуй и астрологии с традициями древней страны. Мне нужен чек, подтверждающий производителя. К сожалению, я не смогу выдать чек. О, ну тогда извините. Возможно, пора выйти из тени. Скачай приложение «Мой налог», зарегистрируйся и стань самозанятым. Принимать деньги можно на кассу и через систему электронных платежей. Работай на себя законно. Холода не отступают? Не можешь посетить свой любимый магазин женской одежды? Не беда! Магазин «Элис» привезет товары на дом. Скорей звони 8 914. И зажигалки в безопасном месте, недоступном для маленьких детей. Необходимо обеспечить доступ к ключам от запертых дверей на случай эвакуации при пожаре. При пожаре звоните 101. Мен тылым, арма хаялар керкеллері.
Keng sığılar kestelenlere, üyeler kirpilerin derinlere. Men tılım, ulu bağdurutları örgöyttürü. Salaypıt sanalara, sıtı kılan tolkuyttara. Men tılım, manqay kündülebet manada. Uru aymaq kan ilcide, eye uustar arallar gatenilere, men tılım ağa uustar sedimlere, toğuz ulustar emlere, turu kan oskuybat toyuga, men tılım torgabay sol sene, ulu baygallar kepsenlere, uluyar Sibir, sepsiyer sikkere. Men tılım oyun udağan etedide, oran uus tığnağ oңuğuda, oğuarda qarısqal oyuda. Kayalardan kasbaktardın, ot salgan tığın uhatarı, kibir huktağın topular, us, üyağa bermet kılıç, kılbılık, atat yollık, katılık ardıdın bardı bıt, sirti mırtanın batızdı bıt. Sabahtan sabahtı, baygaldan baygalgı. Sabahtan sabahtı, baygaldan baygalgı. Orattan moralan yere. Üyetten üyeme. Aldılmaz tutular bir, tüyek silizlerden yer böğer bir. Urulardan urunalardı, sakaraldan ırağa yandı. Итак, дорогие друзья, мы находимся во Дворце спорта 50 лет Победы, где сейчас начнется церемония награждения победителей и призеров чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. Сегодня мы посмотрели две игры заключительного соревновательного дня, решающего дня. В бронзовом финале, напомним, сборная Северо-Восточного федерального университета выиграла у Усть-Алданского Улуса. Основное время этой встречи завершилось со счетом 1-1, ну а в серии пенальти студенты оказались точнее. Ну и в главном матче турнира сборная Якутска в напряженнейшей игре со счетом 3-2 выиграла у Ленского района. Ну и видим то, что мы пьедестал почета нашего чемпионата установлен с соблюдением социальной дистанции. Ну а если серьезно, конечно, все меры предосторожности на этом турнире были предусмотрены. Команды не пересекались друг с другом в раздевалке. То есть после матча помылись, переоделись, ушли, и только потом допускались участники других встреч. Ну что ж, а сейчас мы будем чествовать призеров и, конечно же, победителей данных соревнований. Также будут вручены индивидуальные награды. Как мы уже сказали, дорогие друзья, Якутск стал чемпионом в этом сезоне. И видим то, что столичные футболисты находятся за пьедесталом с цифрой 1. И в новой форме они играли на этом турнире. И заметьте, форма золотого цвета. Начинается церемония награждения. И сейчас бронзовые медали получат представители сборной Северо-Восточного федерального университета. Команда выступала на этом турнире под руководством бессменного тренера Сергея Павловича Скрябина. Поздравляем мы его. А также и сейчас футболисты получат бронзовые награды. Награждение проводит, вот мы видим, исполнительный директор Футбольного союза Республики Саха-Якутия Петр Чьямов. Сборная Северо-Восточного федерального университета, как я понимаю, да,
сейчас идет смена поколений. Уже не выступают за эту команду Джулустан Пестряков, Айсен Савин, который сейчас, кстати, проходит военную службу. Ну, смена поколений идет, и смотрим, мы увидели, что это боевая команда, которая сможет продолжить успехи наших студентов. Ведь сборная Северо-Восточного федерального университета вот последние 4 года подряд попадает в число призеров всероссийского проекта «Мини-футбол вузы», самых престижных соревнований среди высших учебных заведений. Конечно, хотелось бы, чтобы новые ребята продолжили добывать победы на этих соревнованиях. Ну а сегодня мы их поздравляем с бронзовыми медалями чемпионата республики среди команд первой лиги, сильнейшего дивизиона республики. Еще раз поздравляем студентов и, конечно же, в частности, Сергея Павловича Скрябина. Ну а на вторую ступень пьедестала у нас поднимается сборная Ленского района. Команда выступала на этих соревнованиях под руководством играющего тренера Карена Даниэляна. Серебряными призерами у нас стали ленчане. Они уступили в финале сборной Якутска со счетом 3-2. Что самое интересное, вот ленчане встречались со сборной Якутска на стадии группового этапа. И тогда ленчане держали победу со счетом 3-2. Ну и в финале с таким же счетом они уже уступили сборной Якутска. Ну, одной из самых ярких команд уж точно сборная Ленского района. Можно ее назвать. Ведь на групповой стадии они были в одной группе со столичными футболистами и вышли из группы А с первого места. Забили они в этих раз, два, три, четыре, в 4 матчах 30 голов. Это в рамках только групповой стадии. А пропустили 7. Затем в полуфинале Ленский район со счетом 7-4 обыграл Северо-Восточный федеральный университет. Впечатляющую результативность пока показали ленчане. Ну и несмотря на все их старания, в этом сезоне они сложили полномочия чемпионов республики. Ну и сейчас на высшую ступень пьедестала будет приглашена сборная команда Якутска. Выступала сборная Якутска под руководством Олега Михайловича Марченко. И сейчас столичные футболисты поднимутся на высшую ступень пьедестала. Чемпионы республики среди команд первой лиги на ваших телеэкранах, дорогие друзья. В финале они со счетом 3-2 выиграли у сборной Ленского района. Вышли из группы А со 2-го места. Затем в полуфинале обыграли Усть-Алданский Улус. И сейчас они заслуженно стоят на высшей ступени пьедестала. И получают они золотые медали этих соревнований от рук Иннокентия Григорьева, министра спорта по физической культуре, министра по физической культуре и спорту нашей республики. Ну и как совпало, да, то, что вот новая форма у сборной города Якутска, она золотого цвета, и победа. Чемпионство в руках столичных футболистов. Ну, а мне хотелось бы напомнить, что уже на следующей неделе здесь, под сводами Дворца спорта Побед, 50 лет Победы, стартует 2-я лига. Как мы уже сказали, по итогам состязаний среди команд первой лиги у нас во 2-й дивизион отправляются сборная Алекминского района, которая заняла предпоследнее место, и сборная Алданского района, которая, к сожалению, не приехала на этот чемпионат, и она заняла автоматически последнее место. На следующей неделе, но сейчас поднятие кубка, давайте посмотрим. Думаю, без криков тут не обойдется. Так и есть. Еще раз поздравляем сборная Якутска, победитель чемпионата республики среди команд первой лиги. Но это голы. Голы в финальном матче в исполнении футболистов сборной города Якутска. Никита Зубарев
Здорово разобрался. И гол в исполнении Дмитрия Каурдакова. Ну и Кислицын после отличного розыгрыша аута забил третий мяч команды города Якутска в этом финальном матче. Ну а сейчас уже организаторы приступили к вручению индивидуальных наград. Лучшим вратарем турнира признали Владимира Захаренко, стража ворот столичной команды. Поздравляем Владимира. Лучшим защитником турнира признан Иван Пыхтин, игрок Ленского района. Получает он индивидуальную награду, грамоту и, по всей видимости, сертификат. Ну и, конечно, фото на память. Владимир Захаренко — лучший вратарь. Иван Пыхтин — лучший защитник. И сейчас будет награжден лучший нападающий. Это игрок сборной СВФУ. Роман Сивцев. Лучший нападающий чемпионата республики по мини-футболу среди команд первой лиги. Но сегодня в бронзовом финале он действительно очень много бил, проявлял себя очень активно в атакующих действиях своей команды. По ходу трансляции мы даже с Алексеем Адамовым задавались вопросом, интересно, сколько же всего ударов нанес Роман, было бы интересно посчитать. Ну и, как я понимаю, лучшего игрока сейчас будут присуждать. Лучший бомбардир. Да. Владимир Потапов приглашается. Он становится лучшим бомбардиром турнира. Тут изначально, да, немножко ошибочно было озвучено. Иван. Все немножко удивились, задумались. И Владимир Потапов принимает поздравления. Лучшим бомбардиром турнира он стал, забив 9 мячей. Впечатляющая результативность. И лучший игрок чемпионата. Барабанная дробь. Ну да, это, конечно, в составе чемпионов. И лучшим игроком чемпионата республики среди команд первой лиги становится Никита Зубарев. В финале отличился он забитым мячом, трудовым таким мячом. В той ситуации он сам выцарапал мяч, сам себе придумал, сам исполнил. Поздравляем Никиту Зубарева, лучший игрок чемпионата. Ну что ж, чествовали мы призеров и победителей чемпионата республики. Вручены все индивидуальные награды. Ну и давайте я напоследок состав Якутска. Итак, чемпионы: Владимир Захаренко, Андрей Калачев, Денис Юргин, Иван Сергиенко, Евгений Кобзев, Роман Бондаренко, Александр Купряков, Никита Зубарев, Владимир Кармадонов, Иван Калачиков, Дмитрий Каурдаков, Юрий Николаев, Илья Чекир, Даниэль Дура-Даини. Все эти ребята стали чемпионами республики среди команд первой лиги. Главный тренер команды Олег Михайлович Марченко. Таким получился заключительный день чемпионата республики по мини-футболу, дорогие друзья. На следующей неделе нас с вами ждет вторая лига. Ну что ж, друзья, занимайтесь спортом, берегите свое здоровье и помните, что мини-футбол — это лучшая игра с мячом. До скорых встреч в эфире. Надо торопиться, если хотите заселиться. 2- и 3-комнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО СПЗ ДСК.